Жил-был в далекой деревне Шакабиба мастер по созданию великих голиафов. Этот добродушный и трудолюбивый ремесленник был гордостью своей маленькой общины. Каждый год, в честь Дня голиафов, он обязывал себя создать великолепного гиганта, который мог бы внушить уважение всему селению. Однако в этот раз, в преддверии праздника, Шакабиба ощущал странное беспокойство в своей душе. Под давлением времени и ожиданий сограждан, он не мог найти в себе сил создать идеального голиафа. Металл, из которого он обычно лепил своих могучих созданий, словно сопротивлялся его усилиям. Руди, забавный и находчивый товарищ из деревни, наблюдал за муками Шакабибы с удовольствием. Он стоял в стороне, усаживаясь на бочку, и смеялся над тем, как каждая попытка мастера приводила к новым неудачам. Руди не мог удержаться от иронии и подшучивал над Шакабибом, поднимая насмешливые вопросы о его мастерстве. Наконец Руди, не утерпев, рассказал о том, как Шакабиба тщетно боролся со своим творческим кризисом, к Сифу и Саулу, самым близким друзьям Шакабибы. Они, услышав этот рассказ, поспешили поделиться им с остальными селянами. Все начали шептаться и смеяться, разговаривая о том, какой же Шакабиб неудачник и как смешно выглядят его неудачные попытки создать голиафа. Мастер, узнав об этом, почувствовал боль в своем сердце. Его усилия и труд, вложенные в каждого голиафа, были презренно обесценены сельской глупостью и насмешками. Шакабиба отвернулся от своего мастерского стола, оставив недоделанного голиафа, и ушел в тень своего дома. Так закончился день голиафов в деревне, но сердце Шакабиба осталось разбитым. Он пообещал себе больше не заниматься созданием голиафов, предпочитая теперь жить в тишине своего уединенного дома, далеко от насмешек и глупых разговоров. Так погас тот свет, который когда-то горел в его мастерской, и с ним ушел последний луч надежды на волшебство и великолепие, которое создавал Шакабиба.